20 марта по 20 апреля идет месячник «Белая ромашка». Он посвящен профилактике туберкулеза. Я ученица медицинского колледжа, и сегодня на территории больницы мы будем проводить опрос о знаниях людей о туберкулезе, профилактике и как уберечь себя от этого. Туберкулез – это преимущественно, люди считают, что это заболевание все-таки взрослого населения людей, но они ошибаются. То есть и дети могут тоже им заболеть туберкулезом. Он передается воздушно-капельным путем, то есть и предметы обихода, одежда, посуда, те же самые мамины поцелуи, возможно, инфицированные. То есть где-то на улице, в транспорте кто-то чихнул, все тоже можно. И поэтому детей с рождения от этого защищают. В первые сутки после рождения детям делают прививку БЦЖ, чтобы обезопасить ребенка все-таки. И ежегодно ставят пробу МАНТУ или Диаскин-тест. Основная профилактика в медицине – это все-таки рентгенофлюорография. Ежегодно ее нужно проходить обязательно. Она выявляет практически очень многие заболевания. То есть от туберкулеза и какими-то наисложнейшими болезнями. То есть все-таки это сначала первое. Но не нужно пренебреждать все-таки пробой МАНТУ. Ее нужно ставить, это безболезненно. То есть эта папулка незаметная, она не мешает человеку жить. Вот. И на 4-е сутки ее диагностируют, проверяют, и все в порядке. Я еще хотела дополнить, что туберкулез, он лечится. То есть самое главное, его нужно вовремя диагностировать. Он лечится не так сложно, как другие болезни. То есть проходите флюорографию, делайте МАНТУ. В некоторых случаях можно сдавать даже пробу мокроты. То есть нужно оберегать себя, свою семью, своих близких, чтобы не болеть этой неприятной болезнью. Нужно вести здоровый образ жизни, и не нужно, естественно, курить, употреблять алкоголь, наркотики. Здоровый образ жизни, спорт. Туберкулез – это человек, когда очень сильно кашляет, мне кажется. Нужно, если когда кашляет, нужно закрываться носовым платочком. Флюорографию каждый год ежегодно проходить. А после, как, например, человек попьет чай, из его бокала, из чашечки нельзя пить. Да, если он кашляет, так у нее как это кашель входит в гною. Это уже заболевание на легкие уже не только на бронхи, на легкие это идет. Обязательно надо антибиотики надо быть, и надо диету соблюдать, и еще надо режим соблюдать, питание. Очень хорошее питание надо. Кто курит, не надо курить. Надо, если уж заболели, надо обращаться сразу к врачам. Если вовремя обратишься, уж, мне кажется, туберкулез вылечить можно. Я думаю, так. Вылечить можно, но все равно надо наблюдаться все время. Самое главное, хорошее питание надо. Когда заболеешь, уже признаки есть, хорошее питание. Больше всего надо фрукты, витамины, вот эти. Как вот соседка сказала, сразу надо наблюдаться, лечиться, сдавать анализы. Вот это мокроту берут, как обычно мокроту берут. Проходит месячник по борьбе с туберкулезом. Вы слышали? Да, примерно слышал. Вы про это заболевание что-то знаете? Наверное, знаю. Да, то, что инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем, через предметы посуды. А вы знали, что передается еще через мясо животных, которых мы едим? Но про это я... Нет? Нет. Вот, когда будете покупать мясо, будьте бдительны, спрашивайте сертификаты от ветеринара. А вы знаете симптомы болезни вообще? Симптомы, наверное, легкие, как-то вот кашель, длительный кашель, более 3 недель, да. И периодическое повышение температуры, слабость, быстрая утомляемость. Вот вам брошюрку предлагаем. Вы можете показать себе и своим близким, как можно себя защитить, отгородить от этой болезни. Хорошо. Вы что-то об этой болезни знаете? Знаю, да. Что знаете? Что инфекционное заболевание. Да, инфекционное передается поцелуем, да. Сигареты, если изо рта. Все верно, воздушно-капельным путем, да. право. Да, через посуду, которую мы едим с одной тарелки. Какого вида может быть туберкулез? В курсе вы? Каких?
Ну, я не знаю, в начальной стадии запущено, да? Да. Нет, туберкулез может быть и легких, вообще... Вообще организма. Вообще, Всего организма. Ну, просто распространен туберкулез легких, он более то, что легко выявить. А вот еще передается пищевым путем, через мясо, молоко животных, которые мы едим. Ну, конечно. Поэтому нужно обязательно проверять сертификацию продуктов. А симптоматику знаете, какая у них? Симптомы болезни? Нет, я Это не очень длительный кашель. Ну да, это Повышение температуры, да. Человек, Повышение. кто работает с туберкулезом, уже сразу видно, что он кашляет, тяжело дышит. Мы вот хотим вам дать брошюрку такую, чтобы вы и ваши близкие знали все об этой болезни и не болели никогда. Здравствуйте. Вы знаете, что проходит месячник по борьбе с туберкулезом «Ромашка»? Да. Знаете. А вы знаете симптоматику этого заболевания? Нет, не знаю. Не знаете симптоматику? Вот я вам расскажу. Да, это длительный кашель, более 3 недель. Это утомляемость, периодическое повышение температуры, потеря аппетита, слабость. А вы знаете, какой туберкулез бывает? Туберкулез бывает не только легких, но и всего организма. А как передается? Через воздух. Воздушно-капельным путем, через продукты питания, мясо, молоко, через поцелуи, так скажем, через белье, предметы ухода, посуду. В общем, возьмите брошюрку, пожалуйста, никогда не болейте, чтобы всегда вы знали, как себя защитить. Как служащий в медслужбе, вы знаете, что проходит месячник по борьбе с туберкулезом «Ромашка»? Ну, иногда бывает, когда точно... Знаете? Вот сейчас месячник проходит. Вы знаете вообще, что такое туберкулез? Ну, приблизительно. Приблизительно? Симптомы примерные знаете туберкулеза? Какие? Ну, как Кашель, да, длительный кашель, повышение температуры. Да. Все верно. А вы знаете, как он передается? Через слюну. Контактным путем, да, воздушно-капельным передается. А через продукты? Вы знали? Тоже, наверное. Да, молоко, мясо, все, что контактирует с животными, животное производство, это тоже передается, потому что животные могут тоже им болеть. А вы знаете виды туберкулеза какие бывают? Нет? То есть туберкулез не только легких, это основное, но бывает еще и всего организма даже, костей, всего-всего. Вот мы хотим вам дать брошюрку, чтобы вы все знали о туберкулезе и знали, как себя защитить. В борьбе с туберкулезом, месячник такой. Вы знаете вообще, что такое туберкулез? Что вы об этом знаете? Что именно вы знаете? Скажите, пожалуйста. Легкие это больной, да? Ну, не только, да, в основном это заболевание легких, инфекционное заболевание. А как оно передается, вы знаете? Знаем. Воздушно-капельным путем передается, через общую посуду с инфицированным, правильно? А вы знали, что можно заразиться еще через мясо и молоко животных? Да. И когда покупаете мясо, вы проверяете сертификацию? Проверяете. А симптомы туберкулеза, вы знаете, какие бывают? Ну, кашель, наверное. Длительный кашель, да, обязательно. Повышение температуры, утомляемость высокая, слабость. Вот я хочу вам дать такую брошюру, чтобы вы изучили, и как можно защитить себя от туберкулеза. А вы знаете, что такое туберкулез, что это болезнь? Это знаю. Знаете? Да. А как можно заболеть им, знаете? Знаю. Какие вот? Через воздушно-капельный. Верно, путем. да, все верно. Потом еще что там? Немножко отойдите. Через слюну, через... Да, всё через можно. посуду. Через посуду. Да, если есть с больным человеком с одной посуды. Еще можно заболеть через продукты питания, мясо, молоко животных. Поэтому обязательно нужно проверять сертификацию продуктов. А симптомы, вы знаете, какие туберкулеза бывают? Там кашель. Обязательно. Там еще это сморкание какое-то. Ну, мокрота, да, выходит. Ага. Еще вот бывает боль в грудной клетке, повышение температуры тела, снижение аппетита бывает, утомляемость очень высокая. А как защитить вы себя знаете от туберкулеза? Здоровый образ жизни, дышать, с одной посуды не кушать, своя тарелка всегда дома должна быть. Я вот хочу вам дать такую брошюрку. Здесь есть и симптомы, и какой источник заболевания, как защитить себя от туберкулеза, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Мы за здоровый образ жизни. С 13 по 19 мая пройдет всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ-СПИД». Она приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа. С каждым годом все больше и больше становится больных СПИДом и ВИЧем. Здесь, в Канашском ММЦ, можно пройти анонимное тестирование на проверку ВИЧа и СПИДа.
Об этом обследовании будет знать только врач и сам пациент. Если раньше можно было заболеть СПИДом или ВИЧем через кровь, кормление грудью или половым путем, то сейчас чаще молодежь может заболевать СПИДом и ВИЧем через косметологические процедуры, татуировки и пирсинги. Каждый раз, идя на такие процедуры, пациент не знает, стерильные ли инструменты. И поэтому надо ходить к проверенным людям, у которых есть лицензия и сертификат. Если у вас есть какие-то симптомы, такие как это высокая температура, бледность, сонливость, потливость, то нужно обращаться обязательно к врачу. Сегодняшняя молодежь живет по принципу «остановим ВИЧ, СПИД вместе». ВИЧем можно заразиться половым путем, через нестерильные материалы, когда мы ходим в косметологу и многими прочими вещами. ВИЧ. Как сделать так, чтобы его не было? Начни с себя. Живи безопасно.